В Отечественной войне приняли участие более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Героя Абхазии. 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Тимирбулат Ахмадов был одним из первых, кто пришел на помощь абхазскому народу во время Отечественной войны. У мемориала погибшим воинам на Гумистицком мосту состоялось открытие еще одной мемориальной доски добровольцу – Герою Абхазии Тимирбулату Ахмадову. Почетное право открытия мемориала было предоставлено председателю ветеранской организации «Аруа» Илье Гуния и председателю Союза абхазских добровольцев Чечни Гилани Хабибулаеву. У многих из погибших чеченских добровольцев, когда они уходили на войну, были жены и маленькие дети. Сейчас их сыновьям и дочерям по 26-28 лет, и они даже не помнят своих отцов. Тимирбулата не стало на 36-м году жизни, у него осталось 2 сына. Уже несколько лет подряд они приезжают в Абхазию. В июле 1993 году, во время штурма города Сухума, они по ошибочным данным, разведданным, попали в засаду грузинских войск. И в этом бою, это не секрет, это все знают давно. Тимирбулата лично, который знает этот бой, описан в многих книгах, снято сюжеты про его подвиг, как он спас своих ребят, дал им отойти и нанес ощутимый урон противнику. На открытии мемориальной доски собрались ветераны войны, добровольцы из Чечни, общественные деятели, люди, которые лично знали Тимирбулата Ахмадова. Сегодня в нашей стране глубоко ценят подвиг добровольцев. Они являются примером мужества для подрастающего поколения. Тимирбулат Ахмадов, он принадлежит к той блестящей плеяде рыцарей Кавказа, которым всегда славился Кавказ. Они всегда отличались тем, что свою жизнь ставили меньше, на втором месте. Во главу угла ставили честь и достоинство. Всегда, когда бы это не было, они никогда не склоняли свои головы, не покорялись многократно превосходящим врагам. Тем самым они укрепляли дух своего народа. И сын чеченского народа Тимирбулат Ахмадов сложил свою голову за абхазский народ, что мы могли бы жить свободно и независимо. Собравшиеся отмечали колоссальный вклад добровольческого движения за свободу и независимость абхазского народа. Чечня занимает особое положение в этой истории, потому что на следующий день, 15 числа, 16, 17, когда я уже был там, все, кто решил помочь Абхазии, все собирались в Чечне. Это было местом старта добровольческого движения, местом, откуда взлетели эти соколы и прилетели в Абхазию. Здесь многие помнят, как это было. Честь могилам великих. Сказано было великим поэтом. Все они для нас великие, без преувеличения. И дай Бог, чтобы и мы, и младшие, и потомки были благодарны памяти этих людей. Помнили их подвиги, героизм, героические дела. Их имена. 25 лет назад, 15 августа 1992 года, в республику прибыла первая группа добровольцев из республик Северного Кавказа. Возглавлял отряд председатель комитета самообороны Конфедерации горских народов Кавказа Султан Сосналиев. Вскоре он стал начальником штаба обороны. Среди добровольцев были кубанские и донские казаки, а также представители Приднестровья и других регионов бывшего СССР. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.